на чемпионате по запуску бумажных самолетиков. Это занятие весьма распространено во всем мире. Вы даже не представляете, насколько. Я нахожусь в библиотеке номер 17. Здесь проводится фестиваль самолетиков. Этим видом спорта занимаются не только дети, но и взрослые. На мероприятие пришло более 40 людей. Из них большая часть детей, а остальные их родители, которые тоже принимают участие в столь необычном мероприятии. Расскажи про данный чемпионат. Но мы пускали самолетики и пытались попасть в середину. Не все, конечно, попали, но призеры были. Почему ты решил участвовать на данном соревновании? Очень нравятся самолетики. Вот я такой самолетик занял, он уже у меня 21-й, он длинный, истребитель. Расскажи нам, какие у тебя результаты? Я занял 3-е место. Ну, мог и лучше, конечно, но 3-е тоже для меня неплохо. Ребята собирают модель самолета под названием «Шмель». Стараются абсолютно все. Я тоже попробовал ее сделать, и у меня получилось не хуже призера. Я вижу, что ты занял 1-е место. Расскажи, как ты этого добился. Я кидал самолетики в мишень. Если ты попадешь 3 раза, ты получишь 1-е место. До сегодняшнего дня я умел делать только один вид самолетиков. Расскажи про свою модель. Но эта модель «Шмель», она отличается, что у нее эти края согнуты. Я еще умею делать 10 видов самолетиков. Церемония награждения проходит в знакомом нам стиле. Участники получают призовые места. Всего 6 мест. Из них с 1 по 3 места с медалями, а с 4 по 6 участники получают грамоты за активное участие. Мировые соревнования по запуску самолетиков включают в себя 3 вида дисциплины: длительность полета, дальность полета, аэробатику. Все по-взрослому. Радмир Сингатуллин, Рамазан Мусин. Специально для Горы новостей.